Доброе утро, Осетия! Варайшам хорш и рыштон. Жень, постой. Наш утренний эфир на осетинском языке будет завтра. Или ты решил, что так люди точно не заметят, что ты приезжий? Чтобы никто не заметил, что я приезжий, я перестал надевать шорты, когда выхожу на улицу. А поздоровался на осетинском, потому что сегодня особенный день. Верно, сегодня 7 июля в Северной Осетии отмечается большой праздник – День Республики. Северная Осетия в числе первых на Северном Кавказе добровольно вошла в состав Российской империи. И в этот день, в 1924 году, стала автономной областью. Это праздничное утро с вами проведем мы, Евгений Казанов и Влада Мамедова. Не переключайтесь. Что считается неотъемлемой частью нашей культуры? Кроме языка и традиций, думаю, что кухня. Про осетинские пироги знают люди по всему миру. Ну а если мы говорим про искусство? Конечно же, танцы. Я полгода занимаюсь танцами и был удивлен, какой, оказывается, это тяжелый труд. Держать осанку, следить за шагом, движениями, линией, партнершей и при этом слушать музыку и получать удовольствие. А ты занималась осетинскими танцами? Я много лет своей жизни отдала хореографии, мы изучали танцы народов мира, но, конечно, лезгинку я любила больше всего. А знаешь, я решил провести свое исследование и узнал, какое отношение к танцам у жителей города. Давай посмотрим рубрику. Сегодня осетинская культура стала для нас чем-то большим. Это стиль, это тренд, в особенности национальные танцы. Сейчас люди посещают студии хореографии не для того, чтобы выступать в профессиональном шоу-балете, а для того, чтобы прикоснуться к истории. И прямо сейчас мы узнаем у жителей республики, как они относятся к национальным танцам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, подскажите, пожалуйста, вот занимаетесь ли вы национальными осетинскими танцами? Если честно, нет. Нет, честно. А хотелось бы? Вообще, да. Вот время найдется свободно, я обязательно хотела бы сходить. Мы занимались национальными танцами. Я занималась 8 лет, она ходила 5 лет. 8 и 5 лет. А какой ваш самый любимый именно из осетинских? Ну, наверное, щимт. Ну, база. Здравствуйте, здравствуйте. Я увидел, у вас есть музыкальные инструменты и хотел сразу задать вам вопрос. Как вы вообще относитесь к национальным осетинским танцам? Максимально положительно. Всю жизнь ими занимаюсь. Советую всем заниматься. На самом деле это очень развивает, как физически, так и в плане культурного просвещения. Я считаю, что каждый человек должен знать свою культуру. Танцуете ли вы национальные осетинские танцы? Здравствуйте, да, я танцую. Не танцуете. Ну, вы танцуете, да? Какой ваш любимый танец? Именно национальный осетинский. Хонга и горский. А почему хонга? Потому что через него двое людей могут общаться. Это общение, это язык. Это на танцах? Это несчастный случай. Подскажи, вот, пожалуйста, хотел ли бы ты, чтобы в вузах преподавали национальные танцы? Конечно, я думаю, это обязательно. Я бы даже пары бы не прогуливал, честно говоря, если бы осетинские танцы преподавали у нас в вузе. Ну, я думаю, это очень важно, потому что сейчас молодежь такая, что забывают свои обычаи, вот, танцы тем более. И я думаю, это очень важно. Что для вас осетинские танцы? Ну, это, наверное, что-то более глубокое, чем просто танцы. Это уже как представление осетинского народа, Да. можно так сказать. Это культура наша. Национальные танцы, прежде всего, это культура народа. Это его традиции, обычаи, уже которые сложены столетиями. В общем, это культура народа. Танцы – это то, что дает нам всем, как сказать, радость, счастье. Когда здесь на проспекте собираются молодые, танцуют, мы тогда вспоминаем, кто мы есть, кем мы были. Это что-то, да, наше такое родное уже, чего нельзя забывать. Осетинские танцы – это способ говорить без слов. Люди чувствуют в них силу.
стиль и уважение к корням. И, судя по всему, это мода надолго. Занимайтесь танцами. Северная Осетия – светская республика. Это настоящий калейдоскоп разных культур, традиций и обычаев. И всегда Осетия сохраняла свою уникальную самобытность. Я, например, недавно видел комикс на осетинском языке. А также по городу расположены вот такие таблички, где написаны самые распространенные фразы с переводом на осетинский язык. Это для того, чтобы местные не забывали осетинский, ну и чтобы гости республики пополняли свой лексикон. Осетинский язык мы изучаем в школе, но, кстати, многие хотят улучшить свои знания во взрослом возрасте. Ведь, как и любой язык, лучше его изучать в среде. Я живу здесь почти 3 года и стараюсь изучать осетинский язык по вот такому разговорнику. Так. Купил я его в книжном магазине, там фразы для бытового общения. Ну и как часто ты ими пользуешься? Часто, особенно когда хожу на рынок. И как тебе это помогает? Ну, знаешь, у меня теперь самые вкусные фрукты и овощи по самым выгодным ценам. Нет, ну это, конечно, отлично. Вот ты не только изучаешь язык, но и сразу его применяешь на практике. Советую делать это с нашими ведущими утренней программы, но только осторожно, а то заберут тебя в национальный эфир. Влада, давай узнаем, как изучить осетинский язык с нуля до уровня интермедиат. У нашего гостя, основателя онлайн-школы Таймураза Птимирова. Таймураз, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброго утра всем. Присаживайтесь. Таймураз, как начинаете вы свое утро? Это осетинский поджаренный пирог с осетинским сыром и кофе? В лучших случаях так и происходит. Если пирога нет, то только кофе. Подскажите, Таймураз, а вот изучение осетинского языка кому легче дается? Местным или приезжим? По-разному. Местным оно дается в силу того, что они уже, скажем, в этой среде находятся, у них культурный фон есть, а приезжим с той точки зрения, что они не беспокоятся о том, как будет звучать их акцент. У меня, кстати, есть очень такая интересная история, которую мне рассказывал супруг. Они в семье всегда говорили на осетинском языке, но когда они детьми приезжали в село, над их русским акцентом в селе смеялись. И вот у него с тех пор детская травма, и он не говорит на осетинском. Как в таком случае быть? Ну, Тоже практика? Это типично, конечно, и, может быть, это вопрос к психологам, но практика, она, как показывает опыт, дает результаты. То есть и акцент со временем он тоже сглаживается, если особенно знать, как это делается. Потому что есть технологии, да. Вот вы знаете, вопрос личного, наверное, для меня характера. Я как человек приезжий в республику, а приезжие должны ли изучать осетинский язык? Они решают для себя сами, нужно ли им в их конкретной ситуации. Но изучение языка это не сколько про должно, а про хочу. То есть если у них есть желание, конечно, они должны это делать. В этом будет результат. Через «не могу» это язык очень сложно дается. Я считаю, это прям удобно будет, когда вот кто-то говорит на осетинском, а ты бах, и подключился. У меня как раз сейчас есть такой ученик, вот он отдыхал в Егории, после там третьей араки он уже так подключился, что местные сказали, у него акцента нет, хотя он рос в Москве. Но вообще Северная Осетия, она всегда была местом притяжения для разных других национальностей. Через нашу республику проходил шелковый путь. Здесь селились дипломаты, политические деятели, культурные деятели. Хорошо ли это для нашей республики с точки зрения истории? И, кстати, сейчас тоже очень много людей, вот Евгений, пример, много людей выбирают Осетию для постоянного места жительства. Ну, я считаю, что это хорошо, скажем, если люди приезжают, которые, скажем, могут жить в Остинской, в нашей культуре, если им она им нравится, они разделяют ее ценности, тогда, конечно, для нас это хорошо, потому что и мы внутренне обогащаемся, и как это было всегда, истории, мы смотрели на другие народы, брали у них что-то хорошее, какие-то положительные примеры, и сами, скажем, тем людям, которые давали здесь, тоже давали определенные культурные примеры. И часто так бывало, что через несколько поколений люди с русскими фамилиями, они воспринимались как осетины. В Алагире, как известно, и в Мизури, много где. Вам приведут примеры фамилий, не знаю, Соболевых, условно, Поповых, которые говорят по-остински, делают 3 пирога, молятся и так далее.
То есть это вполне естественные процессы. Ну, во всяком случае, раньше так было. Да, мне кажется, мне это скоро предстоит, да? Ну, Через у тебя несколько супруга-то поколений. осетинка. Ну, фамилия-то моя. Но это пока. Дальше несколько поколений будут свободно говорить на осетинском языке, тем более, если будут дальше учиться. Вот по поводу учиться. А вы помните, как вот преподавали вам осетинский язык в школе? Ну, у нас в школе все говорили по-остински, и нам его, ну, преподавали как обычный предмет, осетинский язык и литература. И вообще мне нравились языки со школы. Русский, немецкий, остинский, вот предметы, связанные с языкознанием, они мне всегда нравились. Я как был к ним расположен. А вот если мы говорим уже подробнее про ваш опыт преподавания, у вас есть своя онлайн-школа, как вам удалось не просто начать преподавать, но делать это группам, частно, людям не только из Осетии, но и из других городов или стран? Какой-то был внутренний ресурс поделиться своим языком, своей культурой? Наверное, да. Когда я переехал в Питер, я длительное время прожил в Санкт-Петербурге, то со стороны остинского землячества был запрос на изучение родного языка, и первые мои ученики, раз даже, несмотря на то, что я преподавал иронский, были дигорцы, сказали, нам хоть какой вариант, хотим говорить. Это была моя первая группа, и, можно сказать, с моей стороны было предложение, но и был и спрос на это. И тогда еще онлайн-преподавание не было настолько обыденным делом, как сейчас. Когда я людям говорил, я преподаю остинский, онлайн они спрашивали, а как это? То есть это доковидная эпоха, что такое онлайн-преподавание. Эх, были же времена. Вот. И сейчас я уже вышел в офлайн. То есть преподаю живым людям, как бы в группе, и это совершенно другой опыт преподавания. И, конечно же, преподавание, изучение языка в живом общении дает другие результаты, оно более эффективно, наверное, чем онлайн. Ну, факторов много. А вот подскажите по поводу вашего способа преподавания. Вы преподаете просто язык или как-то рассказываете о культуре языка, может, какие-то истории, через историю? Если бы у меня было много времени и столько же времени у моих учеников, конечно, я бы преподавал и с культурным фоном. Вообще считается, что язык нельзя преподавать без культуры, обязательно какое-то минимальное погружение в культуру должно быть. Ну, я, скажем, имеющееся у меня время стараюсь больше где-то на первых стадиях это на фонетику распределяю. А между делом, да, рассказываю разные истории, привожу разные примеры. То есть там, где это уместно, конечно, оно бывает. Что тяжелее всего дается вашим студентам, может быть, на уровне фонетики, на уровне грамматики? И есть ли, например, такое понимание, что условно русскоговорящим сложнее дается одно, а людям, которые родились и жили в Осетии, уже имеют представление о языке, ну, сложно дается что-то другое? Ну, как правило, те люди, у которых дома говорили по-осетински, у них есть очень большая наслушка. И поэтому осетинскую фонетику они могут воспроизвести легче. Там, где дома по-осетински не говорили, им зачастую это сложнее, или те, кто не говорил в детстве совершенно. И, как это ни парадоксально, самый сложный звук для русскоговорящего человека – это обычный звук «а». Например, даже не «э», даже не смычно-гортанный, этому можно научиться. Чаще всего и «к», и «к» – это при должном усердии, в большинстве случаев у людей получается. Но вот обычная безударная «а», которая редуцируется по-русски, ведь в русском языке мы говорим, например, «молоко», да, хотя пишем «молоко». Вот в осетинском так не пойдет. Если там это «о», надо сказать «о». Если «а» – это прям надо следить. Таймураз, а вот я сейчас потихонечку изучаю осетинский язык. Ну, дома с супругой, сам как-то. Это хорошо. Вот подскажите, дайте совет людям, которые только-только начинают его изучать. Главное, чтобы вам нравилось. Если вам это нравится, вы будете это делать достаточно длительное время, чтобы у вас появился результат. Мне нравится. Но как вы думаете, почему важно знать осетинский язык?
Для кого? Родной язык тогда сформулируем так. Людям, которые здесь живут, которые по Ну, в национальности первую являются очередь, это важно для самоосознания, понимания, кто ты в этом месте, в этой земле. И каждый выбирает, скажем, эту важность для себя. Но это всегда должна быть положительная мотивация. Если мы исходим, чтобы не было того, чтобы не было этого, эта отрицательная мотивация, она работает хуже. Человек говорит, я хочу, чтобы звучал остинский язык в поколениях, я хочу говорить на остинском языке, и тогда у него все будет, тогда все получится. Но мы кое-что с Евгением подготовили для нашей с вами беседы. Да, небольшой интерактив. Да. Попробуем. Мы будем предлагать вам некие обстоятельства, а вы скажете, нормально это или нет. Но будем использовать слова «бж» на «бж». Угу. Хорошо. Поехали. Хорошо. Не знать осетинский язык. Но не просто так, будучи На рожденным «бж». Да, будучи рожденным На в «бж». Осетии. на «бж». Говорить на осетинском языке с незначительным акцентом. Боже. Делать такие незначительные ошибки, когда обращаешься к группе людей и говорить «дабон хорш» вместо «вабон хорш». Боже. Общаться на осетинском языке среди людей, которые его не понимают. Наверное, на боже. Такой вопрос. Есть осетинские пироги с курицей и грибами? В Осетии нету. На боже. Участвовать в каште на проспекте Мира. Боже. Не положить хазар-махай после мероприятия? Боже. За одним столом сидеть и взрослым, и детям. Ну, смотря какие взрослые, какие дети и что за стол. Если это национальный стол. На каком-нибудь мероприятии. Пусть это будет Джоргуба. Если это внуки и дедушки, и они немножко хотят посидеть вместе, я думаю, это может быть даже хорошо. Собрать на свадьбу 60 человек. На боже. Путать лактезуар и Святой Георгий. Тоже на боже. Поднимать цены на квартиры туристам. Туристам. Не, если их мотивировать этим изучением языка, они говорят, если туристы скажут «сайма ира танештам», тогда боже. Вот мы дали лайфхак У сейчас. нас, я просто скажу жизненный пример, у меня также получилось, когда мы пришли с супругой снимать квартиру, они подумали, что мы русские, а когда она начала говорить на осетинском, нам сразу же ее дали. Ну, Вот прекрасно. видите, как важно знать остинский язык в Осетии. Таймураз, огромное спасибо, что этим утром вы пришли к нам в студию, и нам было, правда, очень интересно. Спасибо, мне тоже было очень приятно. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Осетию можно познавать через культуру, танцы, литературу, живопись и драматургию. А еще республика богата своим гастрономическим разнообразием. Остинские пироги, всевозможные мясные блюда, напитки. Вроде ничего нового и придумывать не надо. Мы твердо уверены, что, имея такие гастротрадиции, останавливаться не стоит. Мы с Владой побывали в одном из уютных ресторанов города и попробовали новый осетинский сет. И чем просто рассказывать в студии об эмоциях, мы решили взять вас вместе с нами. Когда я переехал в Осетию, на меня больше всего произвели впечатление природа, горы, ну и, конечно же, кухня. Но вообще национальная осетинская кухня – это нечто очень вкусное. Ну и сам фастфуд у нас тоже произведение искусства. Влада, я знаю, что ты не любишь пить кофе. Ну а я люблю утром побаловать себя ароматным хазнедоном. Как интересно. Да-да, это я про раф по-русски. Ну вообще, как ты думаешь, может ли измениться вкус блюда в зависимости от его наименования? Вот смотри, я не люблю перловку. Так. Но если она будет называться перловка по-дегорски с добавлением дзыка или такого твердого соленого осетинского сыра, я бы вот с радостью Не позавтракал ею. отказался бы от такого. Ну что, Жень, зачем нам просто рассуждать на эту тему? Давай поговорим с людьми, которые создали осетинское меню и уж точно знают, как можно изменить вкус блюд так, чтобы это понравилось и местным жителям, и нашим туристам. Пойдем поболтаем. Пройдем. А
Иван Георгий. Мы очень рады теперь, что мы к вам приехали в гости. И у нас вот такой вопрос. Почему вы решили сделать меню именно на осетинском языке? А здесь у нас история какая? То есть, продукт, который мы используем, он максимально локальный, да, то есть есть даже какие-то классические, можно сказать, традиционные, слегка, так сказать, с небольшими внесениями, да, можно сказать, такими авторскими. И отталкиваясь от этого, мы решили, что будет интересно в целом как бы и нашим гостям, и туристам, ну и тем людям, которые просто будут пробовать, наверное, этот сет. То, что будет интересно, то, что где-то и, наверное, продвигаемый язык, да, осетинский, то есть гость по-любому будет спрашивать, да, что это, почему, что здесь написано, и какие-то такие небольшие объяснения есть у меню. Ну вот что наиболее у вас вызывает ощущение, что ну вот это прям самое осетинское блюдо по названию какое? Скажу откровенно, на мой взгляд, прям со всей силы осетинское блюдо, наверное, это ЗК. Но мы немного добавили, как говорится, своих таких фишечек, да, которые хотели бы, в принципе, дополнить вот именно этим вкусом, да, блюда. Вот. Поэтому есть какая-то вот железная фундаментальная классика, от которой мы оттолкнулись, и в этом сете я считаю, что это именно ЗК. А вообще, как происходил процесс подбора блюд? Почему вы решили, что именно вот эти 6 позиций должны быть в национальном меню? У нас предварительно всегда бывает такой мозговой штурм. То есть прежде чем что-то начать делать, мы садимся и как бы проговариваем. Да? То есть все, что есть, как бы на стол, и дальше уже из этого что-то перебираем. То есть у нас есть очень классная команда ребят, также поваров, в принципе, и как бы по бару. Да? То есть мы совместно можем как-то проговорить, провести такую дискуссию. Мы со своей стороны какие-то позиции, допустим, по еде подбираем, бар, к примеру, там, что здесь, что как, то есть также раскрывает, можно сказать, вкусы для себя. Чтобы улучшать и дополняет вкусы. его, да, чтобы напиток именно дополнял где-то своей, может быть, кисленькой, своей, может быть, какой-то терпкостью, да. И то есть здесь, в принципе, проделана такая монотонная, можно сказать, работа, да, в плане того, что вкусы разбираются прям очень сильно. Техники, которые внедряются, они также, можно сказать, для нас, наверное, как-то чуть обыденное, но в целом, как бы, когда люди видят там мороженое из осетинского сыра, да, или там, грубо говоря, там, не знаю, крем какой-то там, можно сказать, воздушный, такой муссовый из осетинского сыра, то есть это бывает чуть-чуть как-то, наверное, немного и дико, да, то, что типа из осетинского сыра мороженое, но в целом, как бы, хочется мы попробовать. за эксперименты, мы за то, чтобы, в принципе, развивать вкусы, можно сказать, давать какой-то новый взгляд, наверное, этому течению кулинарному. Планируете ли вы еще такие же мероприятия, посвященные осетинской кулинарии, Вот как у нас- гастроужин? У нас именно конкретно этого сета есть мысли, то есть сохранять осетинский сет. Мы еще как-то с Геором думали о том, чтобы сделать сет Осетии и сет Россия, да, чтобы, можно сказать, на территории нашей, как говорится, матушки России очень много-много разных городов, в принципе, где есть очень классные продукты. То есть Дальний Восток, да, там прям морепродуктов очень много классных. И как-то мы так решили просто сделать такой сет, но физически не добрались до него. Это внедрять в рабочий ежедневный процесс на самом деле чуть-чуть, такая сложная история, да, то есть гость хочет здесь сразу и сейчас, но здесь другая сторона этой монеты, то есть мы как бы со своей стороны нацелены на результат и на качество, для нас это важно. И для того, чтобы, грубо говоря, делать услугу ради услуги, мы как-то не сильно, можно сказать, хотим этого, да, и мы больше за то, чтобы гость пришел и как бы получил именно то, можно сказать, внимание, которое он должен получить, да, то есть как в нашей голове и как в нашем видении это есть. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом прекрасном блюде. Так, тут у нас тартар из говядины, подаем мы его с хлебом на осетинском пиве, с добавлением кориандра и ржаной муки. Тартар у нас заправляется соусом на основе мозговой кости, то есть мы достаем мозговую часть, все это жарится, делается из этого майонез, добавляется туда соленые огурцы, джонджоли, это все мы перемешиваем с двумя видами мяса, то есть мы делаем брискет и добавляем еще сырую говядину и немного желтков. Вообще ощущение, что это максимально осетинское блюдо, потому что осетинские специи, мозговая кость, это тоже, наверное, чаще встречается в кавказской кухне, нежели... Больше как будто бы именно, да, к этому причастно.
А если мы говорим про ваше главное послание, которое вы хотите донести до людей, которые впервые пробуют осетинскую кухню, что вы хотите донести именно своими блюдами? Ну, если так разобрать осетинскую кухню, она немного у нас скупая такая, да, в основном у нас дзыка, там лавжа, пироги, и все как бы по сути на этом заканчивается. А у нас взгляд на это все немного другой. Национальная кухня — это то, что растет на нашей земле, да. Как бы вот сейчас у нас очень сильно форелевое хозяйство, да, развивается. У нас очень много рыбы появилось. Мы просто добавили современных техник, где мы идею такую взяли, чтобы классика немного переросла в более такое современное немного течение. Гастрореволюционеры в лицах, да, назовем это так. Но отчасти это на самом деле как будто бы так и выглядит, потому что то, как мы готовим, то, как мы в целом относимся к тому, что мы делаем, и то, как мы выстраиваем нашу работу, да, услугу назовем это так, но она отличается на самом деле от основной массы, где мы хотели бы немножечко сдвинуть вот именно отношение к еде, вообще к заведениям, да, можно сказать, немного, ну, наверное, на класс выше поднять. То есть, если это, в принципе, можно так назвать. Потому что еда, техники, сервис, который здесь, он, ну, на мой взгляд, конечно, отличается от того, что я, по крайней мере, сам вижу, когда я прихожу в другие заведения. Если мясо — это у нас основное, что же, какой десерт вы хотите показать? Десерт у нас на самом деле называется фадуак сахаран. В переводе с осетинского это называется балованная свекла, да, то есть назовем ее так. Почему она балованная, где она и как она баловалась? Она баловалась у нас в печке при 160 градусах, после мы скидывали ее до 100 градусов, и около 2-3 часов она у нас там баловалась. То есть мы ее немного подвялили, предварительно слегка замариновали ее, да, и она получается у нас такая сладость какую-то приобрела, и вкус немного поменялся, исказился. То есть это, можно сказать, такой свекольный мармелад получился. Есть у нас здесь также мороженое. Это осетинский сыр. Мы взяли осетинский сыр, потопили его до, можно сказать, консистенции. У нас есть очень классная оснащенная кухня, которая нам позволила сделать мороженое из осетинского сыра. Добавили мы сюда также хрустящего составляющего. Это у нас на основе муки пшеничной. Такая хрустяшка, да, и есть у нас конфеточки. Это конфетки, такие, можно сказать, конфета-бон-бон. Такой небольшой, можно сказать, всплеск вкусов, который раскрывается после того, как ты его пробуешь. Вот, и в целом назвали мы его таким сладким, можно сказать, сахараджино, потому что вдохновлялись именно, можно сказать, национальной частью, да, но что-то где-то видели, есть определенная насмотренность, есть определенная понимание, знание каких-то техник, и мы решили немножечко поэкспериментировать, да, и получилось у нас на вкус интересно. Мне кажется, что разные текстуры тоже влияют на восприятие вкуса. 100%. Вот знаете, как я думаю, чем больше вот именно каких-то таких переходов бывает в блюде, в еде, да, то есть тем интереснее бывает еда. То есть если есть одна текстура, допустим, там какая-то кремовая, там какой-то хруст появился, там другой какой-то хруст, да, где-то, допустим, что-то треснуло. То есть это все, в принципе, восприятие эмоций, да, человека. Там что-то вот, если это еще и вкусно, то получается прям очень классно. Вот, но здесь, в принципе, на мой взгляд, как бы получилось прикольно, вкусно. То есть мы даже как-то обсуждали, какой из блюд получилось таким самым прикольным, интересным и фаворитом. И совместно мы как-то, да, даже с Георгом пришли, то, что, типа, наверное, десерт в тройке лидеров. Но и тартар также очень хорош. В финале, наверное, хотела спросить, как вы видите развитие современной национальной кухни? То есть у нас есть столпы, на которые мы все опираемся, но как дальше мы можем развиваться именно в направлении национальной кухни? Развиваться кухня и гастрономия, если будут появляться фермеры, если у нас будут появляться продукты. А не так, вот чтобы вы понимали, мы 80% продуктов завозим в этот ресторан. Да, а если будут появляться фермеры, то и все будет, руки у нас будут развязаны. А сейчас мы очень сильно скованы, нам нечем работать. Вообще в больших ресторанах, в больших городах как работают? То есть находят фермеров, фермерам делают запрос, например, на следующий год мы можем сделать запрос, они под нас что-то выращивают.
И так это все развивается. Мы не хотим исказить что-то национальное, просто на фоне этого выстраиваем какой-то свой путь. Да, придерживаясь именно какой-то локальности, какой-то вот именно, можно сказать, характера, да, какого-то национального. И для этого бы прям очень круто было бы, если бы, правда, появилось побольше фермеров. Это было бы очень здорово, если бы, правда, как бы и жители нашей республики, может быть, и люди, которые готовы развивать это направление, уделили этому внимание. Мы бы были вам максимально благодарны. Ну что, спасибо большое, Алан, Георгий. Нам, я думаю, очень понравилось. Спасибо за такую продуктивную, интересную, а главное еще и вкусную. Так. Вот на этом моменте я попрошу официанта принести 2 ложечки, десерт надо попробовать. Так я вас точно не отпущу. 7 июля – дата, богатая на события. Так, например, сегодня отмечают День Ивана Купалы. Люди очень трепетно относились к приметам. Считалось, что купание в этот день очищает душу, а также популярно было обливать друг друга водой. Крестьяне разжигали большие костры, прыгали через них, чтобы очиститься от болезней и защититься от нечистой силы. Ну и еще в кострах сжигали старые вещи, чтобы избавиться от всего плохого. И большое внимание в этот день уделялось гаданию. Незамужние девушки плели венки из трав и опускали их на воду, предсказывая свою судьбу. Кстати, существовало поверье, что в купальскую ночь расцветает папоротник, который открывает доступ к сокровищам. Этот день празднуют как в узком семейном кругу, так и масштабно всем селом и городом. Но самое главное, что весело и дружно. Ну что ж, наш утренний эфир подошел к концу. Сегодня мы с вами немного погрузились в мир осетинской культуры. И я очень надеюсь, что наши зрители смотрели его не на голодный желудок, потому что мы сегодня увидели так много кулинарных изысков. И здорово, что все больше людей стремятся сохранить свою культуру и передать следующим поколениям. До встречи в следующем эфире, и пусть ваш день будет добрым и вкусным. с тобой единый твой народ. Веру, честь и доблесть мы несем с рождения. Знамя наше нас ведет всегда вперед. Веру, честь и доблесть мы несем с рождения. Знамя наше нас ведет всегда вперед. Свети, Осетия моя, сильная моя, гордая моя, твоя безоблачная даль радует меня, светлая моя, нежная моя, моя земля. Пусть не гаснет над тобой